В эфире телеканала расширенный выпуск новостей «Итоги дня». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот о каких событиях прошедшего дня мы вам расскажем. Жителей Якутска по улице Челюскина беспокоит состояние дороги и вытекающие оттуда проблемы. Масло в огонь в прямом смысле подливают сезонные дожди. Наш корреспондент разобралась в ситуации. Русский театр помогает. Русский академический театр покажет спектакль «Тетки», а все вырученные за билеты средства направят в помощь пострадавшим от паводка в Верхоянском районе. У местных фермеров в этом году урожай картофеля превзошел все ожидания. Таких результатов достигли благодаря поддержке и правильному решению компании «Якутоптторг». Подготовка и адаптация будущих первоклассников в школьной жизни. Главная задача – летние оздоровительные площадки в Ленске. Как проходят будни будущих первоклассников. У алданских каратистов завершается летний тренировочный сезон. Результатами, которые удалось наработать за лето, каратисты поделились с нашими коллегами. До конца 2023 года в Якутии завершится строительство 4 домов-долгостроев. Республиканским фондом по защите прав граждан участников долевого строительства заключен договор генподряда с ООО «Стройиндустрия» на завершение строительства многоквартирного жилого дома по улице Автодорожная в городе Якутске. В следующем году 166 дольщиков получат ключи от своих долгожданных квартир. Продолжаются работы по завершению строительства еще 3 долгостроев в микрорайоне Ильинка города Якутска, а также многоквартирного дома с офисными помещениями в селе Чурапча. В целом, до конца 2023 года в республике планируется завершить строительство 4 проблемных объектов и восстановить права 265 дольщиков. Подготовка к отопительному сезону идет в штатном режиме. Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики. Общий процент готовности объектов по Якутии на сегодняшний день составляет 88%. Отопительный сезон начался в 8 районах. Запуск отопительного сезона в остальных населенных пунктах планируется до 19 сентября. Также в плановом режиме продолжается завоз топливно-энергетических ресурсов. Из планируемого топлива отгружено уже более 75%, доставлено на места около 60%. Решение о начале и завершении отопительного сезона принимается муниципальными образованиями непосредственно на местах в соответствии с установленным нормативом и погодными условиями на территории муниципальных образований. Хочу напомнить, что в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 354 отопительный сезон должен начаться при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 8 градусов в течение 5 суток подряд. В Удачном реконструируют здание аэровокзала, а в Арылахе построят новый агрокомплекс. Эти и другие изменения в районе произойдут согласно указу главы Якутии Айсена Николаева о развитии Мирнинского района до 30 года. Одна из основных задач указа – вывести на новый уровень образовательную систему. Напомним, программу развития Мирнинского района на ближайшие 8 лет разработали на основе пожеланий жителей района в общественном движении «Народный актив». Рассматриваем сейчас мастер-план по городу Мирному, где предусматривается строительство образовательного кластера. Это здание нового Мирнинского регионально-технического колледжа, которое, в принципе, будет способствовать и развитию комфортной городской среды в том числе. Также, конечно, большие направления – это по развитию комфортной городской среды во всех населенных пунктах Мирнинского района и ремонт и строительство автомобильных дорог. Асфальтирование как внутри населенных пунктов, так и прилегающих дорог к населенным пунктам. С просьбой о помощи в редакцию телеканала обратились жители Якутска по улице Челюскина. Вот уже который год местное население беспокоит состояние дороги и вытекающие оттуда проблемы. Масло в огонь в прямом смысле подливают сезонные дожди. В ситуации разбиралась Саргалана Неустроева. В лучшие времена дорога по улице Челюскина выглядит примерно так. Сохранить чистоту обуви сложно даже в солнечные дни. Представьте, что здесь случается, когда идут проливные дожди. Так, по словам местных жителей, в сезон осадков водители автобусов попросту отказываются проезжать к остановкам по улице. Пешком по колено в грязи приходится идти чуть меньше километра. Вызов непосильный для, к примеру, пенсионеров и матерей с детьми. Автобусный парк у нас обновляется.
Мы все видим вот красные автобусы новые, большие япаковские, среднего размера частные автобусы. Да? Соответственно, новые автобусы, они у нас идут низкопольные. Все это делается в рамках того, чтобы обеспечить доступность для маломобильных категорий граждан. И вот эти автобусы, они, будучи низкопольными, не могут проезжать по тем ухабам, ямам, которые образуются после осадков. Сейчас, по словам дорожников, иного выхода, кроме как дождаться, пока дорога высохнет, обсыпать и пройтись грейдером нет. Смысл, дождь идет, он не кончается, это дождь. Смысл этого всего качать. Это же бесполезная работа, согласитесь. Потом грейдирование. Грейдер бы тоже пришел. Они приезжали, мастера, я сюда с ними выезжала. Они посмотрели, ну каша, зачем ее месить? Конечно, нужно подождать, и вот буквально вот как только подсохло, сразу приступили. Потому что поручение было только по той причине, что вот из-за осадков. Войти в положение дорожников и окружной администрации местные жители могут. В конце концов, уже в следующем году на данном участке дороги запланирован ремонт в рамках национального проекта. А это значит, что ряд проблем, связанных с улицей Челюскина, решится сам собой. Однако самое важное для горожан – это своевременное восстановление маршрута автобусов. Получается, 18 числа прошел ливень, да, дороги уже были размытые, да, и автобусники говорили уже в обед, в пятницу в обед, они уже говорили, мы не будем ездить сегодня, да, ну то есть они нас как-то пожалели или что, да, они перенесли на субботу, и вот с субботы они перестали ходить. И только сегодня утром они пошли. В субботу дождь еще прошел, да, но в воскресенье был, по-моему, ветер, ну в понедельник еще уже можно было как бы и откачать даже, хотя бы откачать лужу, да, вот здесь она стоит, эта лужа, тут тоже, вот это если лужа накопится, там тоже мы ходим по камышам прям. Здесь ситуация снова уперлась в вопрос работы автобусников-предпринимателей. Еще с начала года компания «Союз Авто» столкнулась с острой нехваткой добросовестных рабочих кадров. Соответственно, поэтому и возникают долгие интервалы между рейсами общественного транспорта. Жители предлагают проложить и сюда еще один маршрут. Однако, по словам представителей администрации, даже если данный вопрос решится, то уже в следующем году. Сарглана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. Сохранить экологию и хрупкую природу Якутии – одна из главных задач «Алроса». Компания ежегодно направляет на экологические проекты и природоохранные мероприятия в Якутии более 6 миллиардов рублей, создает собственные экологические программы и поддерживает общественные инициативы. Вопросы охраны окружающей среды приоритетны и для дочерней компании «Алроса» «Алмаза Анабара». О том, как предприятие работает в северных районах, добывает алмазы и бережно заботится о природе Арктики, расскажем в сюжете. Одна из главных обязанностей алмазодобытчиков – не допустить угрозы экологической безопасности окружающей среды и оперативно пресекать любые нарушения работы объектов компании. С 2019 года компания «Алроса» реализует согласованную с Минэкологией Республики комплексную программу мероприятий по охране окружающей среды и экологической безопасности, рассчитанную до 2023 года. На реализацию проектов в рамках программы выделено около 30 миллиардов рублей. Прииск «Маят» работает на территории двух муниципальных образований – в Анабарском и Оленёкском районах и обеспечивает большую часть добычи алмазов. Но в первую очередь предприятие «Алмаза Анабара» уделяет особое внимание сохранению природы далекой Арктики. Компания тесно сотрудничает с профильными институтами и экологическими центрами, к примеру, по рекультивации земли. Это производится именно для того, чтобы оценить воздействие на природу, на окружающую среду. Мы добываем же алмазы, природные ископаемые. Она все равно же как-то влияет на все это. Вот из-за этого нам заказывают такие работы комплексные, чтобы оценить воздействие на окружающую среду. Экология занимает важное место в компании, ведь 98% кадров – местные жители, каждый работает на родной земле. На сегодня под рекультивацию подпадают 15% земель с целью ускорения процессов восстановления в климатических условиях севера Якутии. Программа рекультивации земель состоит из двух циклов. На первом этапе ведутся работы по возврату лицензионных участков в первоначальный вид, максимальному приближению к естественному ландшафту. Затем идет отсыпка грунтом и посев травы. И практически каждый год мы сюда приезжаем и проводим данные работы. На участке террасовый. И здесь в 2019 году были отвалы пород, торфов, песков.
которые мы засеяли семенами разнотравья. Это разные сорта злаков и других видов растений. И вот данная работа наглядно показывает свои результаты. Идет активный рост и развитие посеянных семян. И в дальнейшем идет активное зарастание уже местных аборигенных видов. Ежегодно «Алроса» проводит и другие масштабные мероприятия по всем экологическим аспектам. В том числе реализует проекты, связанные с восстановлением биологического разнообразия, научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы, направленные на экологизацию производства, включая полномасштабный мониторинг состояния окружающей среды. Таким образом, работает и дочерняя компания «Алмазы Анабара», демонстрируя очень ответственное отношение к хрупкой северной природе. Несмотря на сложившуюся тяжелую ситуацию в связи с пожарами и паводком, кормозаготовительная работа в республике продолжается. На сегодняшний день заготовлено около 287 тысяч тонн сена, а запланировано почти 444 тысячи. Наибольшее отставание от плана наблюдается в Верхоянском районе, где заготовлено всего 25%. Также в Кобяйском районе заготовлено только 27% из запланированного объема. От муниципальных образований и районов поступило 21 заявка на организацию мобильных бригад. Всего по республике работает 184 мобильных бригады. План заготовки сена мобильными бригадами по республике сегодня составляет 48 919 тонн. На эти цели на сегодняшний день правительством Республики Саха-Якутия будут предусмотрены порядка 80 миллионов рублей. Урожай картофеля у местных фермеров в этом году превзошел все ожидания. Благодаря поддержке и правильному решению компании «Якутопторг» в 9 сельских хозяйствах уродилась хорошая картошка, которая дала отличный результат. В этом убедилась и Светлана Амосова. Тысяча мешков, около 40 тонн свежей картошки прямо с поля. В крупнейшее овощехранилище в республике практически ежедневно поставляется местная продукция. В этом году особое внимание уделено, как говорится в народе, второму хлебу. В прошлом году урожай картофеля оказался под угрозой из-за некачественного семенного материала. Поэтому в помощь фермерам Якутопторг принял решение закупить плоды из Тюмени. Вот мешки первого сбора и результат этого сезона. Весной этого года Якутопторг завез 110 тонн проверенного и полюбившегося многим красного сорта Red Scarlet. Договоры на реализацию заключили с 9 сельхозпроизводителями. Ставка была сделана правильно, у всех очень хороший урожай, разрез картофеля очень хороший. Я надеюсь, что жители республики оценят, что с этого картофеля потери будут минимальными и будет очень долгая лёжкость и хранение при соблюдении соответствующих условий хранения. А в этом году посадили свеклу сорт Бордо. Она уже вот такая очень хорошая, добротная. По форме она тоже идеальная. Елена Минякова уже на протяжении 7 лет занимается выращиванием овощей на территории Тулагина Кильдямского наслега. В этом году весной мы заключили отличный договор с Якутопторгом. В планах у меня сдать где-то 200 тонн картофеля Якутопторгу, 25 тонн свеклы. И огурцы, помидоры, кабачки, капусту я уже с мая месяца уже тоже сдала. На 40 гектарах фермер высадила 32 тонны нового семенного картофеля. С 1 гектара предприниматель собирает 7-8 тонн. Говорит, что и растет лучше, да и по вкусу всем по нраву. Очень вкусная, рассыпчатая. Ну, прямо. Я родом сама из Алекминска, я знаю толк в картошке, я знаю, что это такое. Ну, прямо вкус объедения. Якутопторг планирует у местных фермеров заготовить порядка 800 тонн картофеля. Это стопроцентный красный местный картофель. И с завтрашнего дня, с пятницы, мы открываем продажи. Если на рынке местный картофель на сегодня мониторинг говорит, что цена стоит 100 рублей за килограмм, у нас цена 65 рублей. Приобрести картошку и другие овощи по цене значительно ниже рыночной можно уже с 26 августа. Специально для этого оптово-распределительный центр «Склад Пятитысячник» будет работать и в выходные дни с 10 до 5 часов вечера без перерыва. А также продукция будет и на прилавках магазинов в Якутске и в Нижнем Бестяхе. Светлана Амосова, Виктор Ячковский, Якутск.
Русский театр помогает. В преддверии театрального сезона артисты Русского академического театра покажут спектакль «Тетки», а все вырученные за билеты средства направят в помощь пострадавшим от паводка в Верхоянском районе. В спектакле играют народные артистки республики Галина Кондрашова и Наталья Дорошенко. Показ состоится 27 августа. Подробности далее. Традиционно театр открывает сезон с постановок по произведениям Александра Пушкина. Но в этом году коллектив решил сделать исключение ради благого дела. Я думаю, что в этой ситуации могли оказаться кто угодно, никто не застрахован. Действительно, это как касается таких стихий, как пожары, как наводнения. Поэтому здесь как никогда мы можем показать именно какую-то сплоченность, какое-то участие, просто человеческое участие. Просто помочь. И буквально 27 числа у нас состоится показ благотворительный. Сборы с показа спектакля пойдут как раз в помощь Верхоянскому улусу. Постановка «Тетки» давно заслужила любовь зрителя. Это один из самых популярных комедийных спектаклей. В нем играют легендарные актрисы республики. А в этом году в составе актеров появились и новые имена. Я играю Ингу, это девушка главного героя Роберта. В этом спектакле у меня будет премьера. Для меня это очень важно и волнительно, так как я буду работать на одной сцене с такими легендарными актрисами, как Галина Андреевна Кондрашова и Наталья Федоровна. И для меня это большая честь. Сейчас артисты активно готовятся к открытию 132-го театрального сезона. Первонаперво, естественно, это пушкинская тема, это «Барышня Крестенко». 2 числа можете прийти. 3 числа у нас «Академия смеха». Это премьерный спектакль, который идет с большим успехом. И потом у нас «Не все коту масленица» Островский. 5 сентября театр отправится на гастроли в Нерюнгринский и Алданский районы, где покажет знаменитые «Капитанскую дочку», «Золотой ключик» и «Тетки». Ну а по возвращении коллектив представит вниманию зрителей большую премьеру спектакля «Араб Петра Великого». Это событие приурочено к 350-летию первого российского императора. Весь репертуар театра представлен на официальном сайте театра. Там же можно приобрести билеты. Мария Кардашевская, Георгий Григорьев, Якутск. Заслуженные награды получают отличившиеся сотрудники угледобывающих предприятий. В честь Дня шахтера в трудовых коллективах прошли торжественные собрания. От лица руководства компании и представителей администрации прозвучали слова благодарности ветеранам отрасли и тем, кто сегодня работает и участвует в создании Центра угледобычи. В канун самого главного профессионального праздника Южной Якутии поздравления принимают все работники угледобывающей отрасли. На предприятиях района чествуют ветеранов и сотрудников за их вклад в развитие промышленности и в честь приближающегося Дня шахтера. Великолепные коллективы, радость в глазах у наших горняков, у наших шахтеров. А что еще нужно? Это действительно радость и в их глазах, потому что труд, которым занимаются, они очень важен как для Якутии в целом, так и для всей нашей великой России. Несмотря на трудности, горняки выполняют все свои обязательства. Производственные показатели растут из года в год. Нерюнгри гордо носит звание угольной столицы республики. На этот год компания запланировала 15 миллионов тонн угля добычи, наверное, самый главный. Тот очередной рубеж, к которому мы стремимся. Есть, конечно, много проблем. И с персоналом на сегодня есть проблемы, и с погодой, есть проблемы и с геологией, но мы все равно постараемся этот показатель выполнить. За вклад и за добросовестный труд работникам угледобывающих компаний вручили заслуженные награды и пожелали здоровья, исполнения намеченных планов и достойного вознаграждения за их нелегкий, но почетный и уважаемый труд. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Воспитание трудом – основа патриотического движения. Депутат Илтумен Иван Слепцов считает, что в наше нелегкое время очень важно, чтобы молодежь проявила себя в сфере экономики, промышленности и сельского хозяйства как личность. Поэтому в республике особое внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения. По мнению народного депутата, помимо образовательной составляющей этой политики является привитие молодежи к труду. Мы должны сохранить нашу страну. Мы должны думать о нашем будущем, мы должны работать на перспективу развития нашей страны и быть патриотами. Приучить наших детей к труду. Труд – это самое лучшее воспитание, я так думаю, да? Оно плохого никому не сделало, только труд спасет нашу страну и наших детей, и нас в том числе.
развивать, поднимать и дальше двигаться. Если у нас, например, все это будет, да, свое мясо, свое молоко, да, конечно, мы будем уверенно себя чувствовать. Август – месяц подготовки школьников к новому учебному году. В первой же школе города Ленска работает летняя оздоровительная площадка, задача которой – подготовка и адаптация будущих первоклассников к школьной жизни. Как проходят будни будущих первоклассников, узнавал Александр Ильчук. Под наклоном веду прямую линию, петельку и закругляю. Буквы разные писать учат в школе, но не только во время учебного года. В школе номер 1 города Ленска организовали площадку первоклассника. Дети ознакомились с созданием школы, и сейчас у нас проходят учебные занятия, на которых мы готовим детей к письму. Далее у нас проходят занятия по математике. Детям площадка нравится, ведь помимо получения новых знаний, ребята знакомятся со своими будущими одноклассниками. Мне нравится математика, гулять там. И вкусно кормят. Мне нравится, как мы делаем русский язык. Еще, когда мы гуляем, всегда интересно, что будет, где с друзьями на перемене. Уроки письма, математики и общее знакомство со школьными коридорами – все это облегчит пребывание ребят в их первом учебном году. Немаловажно, что подготовкой занимаются именно те педагоги, которые начнут их обучение с начала сентября. Один из них – учитель с большим стажем Альбина Ермакова, очередь которой выстроилась в первый день подачи документов – 1 апреля. Также у нас набирают первые классы молодой специалист Демидюк Елизавета Игоревна. Она выпускница нашей школы, и мы очень рады, что она вернулась в школу, и она будет преподавать нынче. И также учитель с большим опытом Мария Валерьевна, которая тоже набирает 1 класс, то есть у нее тоже есть свои поклонники, как мы говорим. Родители тоже в восторге от такого полезного досуга, ведь их дети заняты в течение всего рабочего дня и при этом получают трехразовое питание. Ну а те, кто не успел или еще выбирает школу для своего первоклассника, могут смело приходить в первую. Здесь еще ведется набор. Александр Ильчук, Ленск. Мы продолжаем информировать о мероприятиях предстоящего велодня, инициированного нашим телеканалом ко Дню велоспорта республики. Начиная с 2010 года его отмечают в начале сентября. В рамках праздника 4 сентября совместно с Министерствами спорта и молодежи, Управлением ГАИ и Упрдорвилей планируются масштабные мероприятия. Соревнования пройдут по различным дисциплинам и для разных возрастов. Завершит мероприятие шоссейная велогонка на 100 километров. Расширяется география участников. Сегодня мы знакомим вас с велолюбителем из Алдана. Ему 48 лет, и он выступает за безопасность на дороге и здоровый образ жизни в целом. Приветствую, что велодвижение расширяется в республике. Чем больше будем привлекать людей к велосипедному спорту, тем буду рад. В любом виде, хоть любительском, хоть спортивном, профессиональном и так далее. В Алдане последние годы стало все больше и больше активности велосипедной. В этом году велопробег проводился неоднократно. Соревнования на День физкультурника проводились по велосипеду. Ну, как бы люди стали больше активничать, больше кататься на велосипедах. Между тем, у алданских каратистов завершается летний тренировочный сезон. Недавно ребята и тренеры вернулись из Яхрома, где проходили сборы. А всего в период каникул у спортсменов было 7 циклов учебных тренировок. Результатами, которые удалось наработать за лето, каратисты поделились с нашими коллегами. Это кадры одной из тренировок по карате Докио Кишункай всероссийских сборов в городе Яхроме Московской области. Основной задачей сборов стала подготовка к наступающему спортивному сезону. В рамках учебных тренировок для юных спортсменов были проведены мастер-классы. Кроме того, каратисты приняли участие в турнирах. По приезду мы начали проводить свои сборы с 22 августа по 29. Шлифуем то, что нам нужно доработать, делаем, так сказать, домашнее задание. И уже в сентябре у нас начинается соревновательный сезон.
Учебные тренировки в Яхроме в летний период для алданских каратистов стали отнюдь не единственными. На сборы всероссийского и регионального уровней ребята вместе с тренерами выезжали 7 раз. Мы посетили в Крыму летнюю школу Российской национальной федерации карате Кишинкай. Провели сборы в Томоте, объединили все наши группы, которые у нас есть спортсмены. Посетили сборы сенсея Рёменко. Конечно, это большой опыт, потому что это специалисты высшего такого уровня с большим опытом бойцовским, тренерским. Это смена локации, это что-то новое, это работа в парах с сильнейшими спортсменами России. Занятия по оттачиванию мастерства и наращиванию опыта продолжались и дома. В спорте, как известно, каникул не бывает, и длительное расслабление недопустимо. В настоящее время у юных каратистов идет цикл технических тренировок. Он завершится в последний понедельник августа. Летний тренировочный период передаст эстафету новому спортивному сезону. Первый всероссийский турнир состоится уже в начале сентября в Анапе. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. На этом у нас все новости. В студии работала Валерия Наумова. Всего доброго.